Проект наш начался с сентября 2022 года при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. Вначале у нас не было своего помещения, мы проводили мастер-классы в разных местах. И вот, наконец-то, с ноября месяца у нас есть свое собственное помещение, своя мастерская, где только изделия наших ребят, только наши дети. Здесь сделали ремонт, новая мебель, новая раковина, закупили новый материал. Сейчас у нас активно идет подготовка к Новому году. Ребята делают керамические изделия новогодние сувениры. Но у нас есть дни открытых дверей, очень много желающих детей. Но кому-то на 203-м было неудобно заниматься. Сейчас мы в центре города находимся. Маломобильных ребят стало очень удобно, потому что вход в здание сразу начинается с пандуса на первом этаже. Тут даже прямо за стенкой адаптированный санузел есть. Очень удобно, что это тут только наше. Потому что иногда ребята не хотят уходить, мы задерживаемся допоздна, уже следующие занятия у других ребят, у других студий. А у нас тут грязная глина, грязный стол, ребята еще не закончили, не хотят уходить. Но с этим были, конечно, неудобства большие. Но хотелось, чтобы чуть побольше мастеров было, которые могли бы заниматься с детьми. Побольше в том плане, было бы у нас больше помещения, мы могли бы охватить больше детей. Один мастер бы занимался, кто-то по лепке, кто-то уже глазуровал. Соответственно, и процесс прошел бы быстрее изготовления. Благодаря гранту у нас появилась мастерская швейная. С февраля месяца мы начали работу свою. Сначала приобрели полностью оборудование. У нас 3 швейные машинки, 1 оверлок и самая главная наша машинка – это машинка по коже. В течение года у нас в мастерской работали около 30 мамочек. Приходили мамочки, которые вообще ни разу никогда не шили. Поэтому мы тут начали шить сначала бахилы, простые изделия. Бахилы мы шили сначала, потом наборы кухонные шили. Много сумок шили, шоперов. Из кожи шили мы чехлы для паспорта, для документов, ремни. Мамочки приходят к нам учиться шить. Некоторые с нуля, некоторые уже шьют, но хотят еще новые